Здравствуйте, проект интервью на телеканале БСТ. Я представляю нашего гостя. Это Рустем Ахунов, депутат Государственного собрания Курултая Республики Башкортостан, доктор экономических наук. Рустем Ринатович, здравствуйте. Спасибо, что нашли время прийти к нам, ответить на, конечно, важные для наших зрителей вопросы. И один из них, несомненно, нет семьи в стране, в нашей республике, которая бы не была озабочена финансовой ситуацией. И вы, наверное, как гражданин и как экономист тоже разделяете эти переживания. Да, добрый день. Действительно, это так. И этот кризис беспрецедентный. Санкции, которые ввели по отношению к Российской Федерации, к субъектам Федерации, они не имеют каких-то аналогов. И я, как простой житель, я тоже столкнулся уже с двумя, так скажем, сложностями. Первое – это мои сбережения оказались в одном из подсанкционных банков, и я готов поделиться тем, как я разрешил этот вопрос. А второе – это ремонт импортного автомобиля, когда подошел срок очередного технического обслуживания, возникли трудности с доставкой. То есть нельзя сказать, что у всех одна проблема, у всех какие-то нюансы есть свои? Безусловно, безусловно. И еще раз, санкции беспрецедентны, и наша задача сегодня, особенно экономическим властям, принять контрмеры, принять взвешенное решение по тому, как нейтрализовать эти санкции, которые сегодня уже называют финансовой войной по отношению к России. Ну, понятно, что уже всем известно, что Россия была готова. То есть мы подготовились и инфраструктурно, и экономически. Сегодня правительство Российской Федерации предпринимает меры поддержки и большого, и среднего, и малого бизнеса. Вот на ваш взгляд, какие из этих мер будут самыми эффективными? Их много. Да. Я могу сказать, что на сегодняшний момент мы подготовились к кризису, я имею в виду федеральную власть, и подготовились таким образом, что сформировали все-таки подушку безопасности финансовую в виде средств Фонда национального благосостояния. Это первое. Эта подушка наряду с финансовыми возможностями Центрального банка сегодня позволяет нейтрализовать часть проблемных моментов, с которыми экономика России сталкивается. Ну, по банкам. По банкам сегодня обеспечивается ликвидностью, так называемой, финансовыми средствами все банки, без исключения, которые просят средства для рефинансирования каких-то обязательств. Это первое. Решается проблемы с валютными ограничениями, с которыми сталкиваются банки. Вот сегодня Ассоциация российских банков попросила у Центрального банка решение по так называемым синдицированным кредитам. Кроме того, в отношении граждан и в отношении бизнеса приняты ряд мер поддержки. И надо сказать, что это только первый пакет, и я полагаю, вот сегодня правительство Российской Федерации работает в таком штабном режиме, когда на каждую санкцию готовятся контрсанкции, готовятся меры поддержки. Ну, я приведу пример. Сегодня очевидно, что, наверное, 3 наиболее существенных меры могу назвать, на мой взгляд. Это первое, это решение по поддержке IT-сектора. Поскольку сегодня разорваны логистические связи, введены, так скажем, так называемые технологические санкции. И это, наверное, самое страшное, поскольку есть риски дальнейшего инвестиционного развития, поскольку зависимость от технологического оборудования для инвестиций была достаточно высокая. И сегодня важно, чтобы IT-сектор, российский IT-сектор с нашими умными молодыми ребятами смогли дать достойный ответ тем технологическим решениям, западными, с которыми мы привыкли работать, да, в том числе IT-решения и так далее. Это первое. Второе, принято решение по поддержке аграрного сектора. То есть речь идет о финансировании аграрного сектора путем реструктуризации и получения льготных кредитов для аграрного сектора. И третье, на мой взгляд, есть меры поддержки малого и среднего предпринимательства, поскольку сегодня, ну, кроме пансионных банков и ряда компаний, которые работают в сфере ВПК, по малому и среднему бизнесу есть тоже, ожидаются, безусловно, потери. Потери, связанные с тем, если компания работала с импортными комплектующими, связана была с импортом или экспортом той или иной продукции, где удельный вес импортных товаров в производстве той или иной продукции достаточно высокий, вот здесь разрываются
разрываются цепочки. И в этой связи вот правительство объявило о льготном кредитовании, представлении программ инвестиционного развития этих компаний. Ну, например, ставка по ним сегодня не соответствует ключевой ставке 20%, а предложено 15%. Да, для средних предприятий 13,5%. А какие меры республика предлагает, вот меры поддержки? На сегодняшний момент я полагаю, что республиканские власти готовят меры поддержки, они будут предложены и правительством. Я полагаю, что и депутаты Госсобрания Курултая тоже дадут свой ответ поддержки населения. Но, к сожалению, надо сказать, что сегодня все регионы, субъекты федерации находятся в достаточно ограниченном положении с точки зрения поддержки населения, бизнеса. Основной акцент будет сделан, безусловно, через федеральные меры поддержки. Я думаю, что мы столкнемся с тем, что с некоторым, безусловно, снижением доходных поступлений в региональные бюджеты. Вероятно, будет усложнена поддержка со стороны федерального центра в виде субсидий, которые мы беспрецедентно много получали в прошлом году в связи с коронакризисом. Я имею в виду субъект федерации, включая Республику Башкортостан. И в этих условиях республике очень важно справиться со своими социальными обязательствами, и руководство республики заявляет о том, что все социальные обязательства, взятые перед населением, которые зафиксированы в бюджете республики, они будут выполнены. Вот это, наверное, задача минимума. Кроме этого, я полагаю, что республика имеет достаточно диверсифицированную структуру экономики, и мы представлены в различных отраслях экономики. И здесь важно точечно поработать с теми, кто может заместить выпадающие импортные поставки. И это очень важно, поскольку в глобальном смысле для страны сегодня очень большой вызов. И если мы сможем справиться с импортозамещением и сможем в этой ситуации выйти с положительными результатами, я думаю, что это даст очень большой в будущем эффект. Вне зависимости, собственно говоря, от тех стран, где мы сегодня, где доля импорта достаточно высока. Ну, вот одна из мер – это введение моратория на проверку бизнеса. Она вот гораздо больше в IT-сфере. Вот как вы думаете, это история про самостоятельность или про инициативность? Я полагаю, что сегодня меры очень важные. Поскольку какой-то экономический рывок, а в данном случае мы не говорим о экономическом рывке, мы говорим о том, чтобы экономика мобилизовалась, консолидировалась для того, чтобы обеспечить импортозамещение, вот важно дать свободу бизнесу. И мера по сокращению, мораторию на проверки, там, где это не связано с вопросами безопасности жизнедеятельности населения, я думаю, что очень правильная мера, и впоследствии я думаю, что она должна быть сохранена, поскольку сегодня бизнесу нужны очень прозрачные условия, нужна поддержка и нужны сниженные налоги, и в том числе административные проверки. Что касается двух важных вопросов – рост цен и безработица. Вот что должно предпринять государство и что вообще, к чему должно идти само население для того, чтобы не впасть вот в какую-то депрессию, в этот кризис? Действительно, на мой взгляд, это две наиболее проблемных точки в экономике, с которыми мы столкнулись. Инфляция. Надо сказать, что инфляция раздулась еще в прошлом году, связанная главным образом с коронакризисом, с теми мерами, которые еще в американской экономике были приняты, так называемое количественное смягчение. И мы во всем мире получили, что инфляция – это экономическая проблема номер один в 2021 году. Сегодня на это накладывается в Российской Федерации изменение валютного курса, соответственно, обесценение рубля и подорожание доллара – это первое, соответственно, удорожание импортных поставок. И второе, мы сталкиваемся с тем, что логистические цепочки разорваны, сформируется некоторый дефицит на рынке, который надо своевременно заполнить. И это тоже еще сильнее ударяет по ценам, к сожалению. Поэтому эта проблема одна из ключевых проблем в экономике — инфляции. Что делает Центральный банк? Вот чтобы не допустить чрезмерного роста цен, была принята беспрецедентная мера – повышение ключевой ставки Центрального банка до 20%. Сделать так, чтобы, условно, денег в экономике стало меньше,
и это не провоцировало дальнейшие инфляционные ожидания и дальнейшую инфляцию. Что касается безработицы. Таким образом, мера по инфляции – это регулирование ключевой ставки. И второе, что делает, на мой взгляд, Центральный банк, он вводит валютные ограничения для того, чтобы не формировать все-таки чрезмерный ажиотаж по поводу валюты, что сегодня происходит действительно. Что касается безработицы. До этого кризиса, до начала военной операции, спецоперации, в республике, к примеру, сформировался беспрецедентный низкий уровень безработицы. Он был около 4%, это очень низкое значение. Сегодня экономисты, тут прогнозы дело такое, поскольку каждый день ситуация меняется, нужны новые расчеты. Но, к сожалению, следует констатировать, что уволенных будет достаточно много. И мы прогнозируем, что инфляция, безработица может увеличиться до 10-15%. И в этой ситуации меры правительства должны быть следующие. Как это было, мы уже имеем опыт в коронакризисе. В связи с пандемией. Да, дать предприятиям льготные кредиты по сниженной ставке, взамен получить гарантии, что не будут увольняться сотрудники. То же самое в коронакризис было с рефинансированием выплат по заработной плате, но при этом обязательство бизнес должен знать, что не будет сокращать людей. И это вы справедливо отметили две очень больные точки сегодня: инфляция и безработица. Надо сказать, что среди пакетов мер, которые обсуждаются сегодня правительством, и я убежден, что они в той или иной форме будут приняты, это поддержка сохранения льготной ипотеки. Я думаю, что будет определен перечень лиц, которые могут претендовать на льготную ипотеку, и программа эта будет продолжена. Сегодня для бизнеса обсуждается еще одна мера поддержки. Это так называемые налоговые кредиты. Это кредит то есть компания сможет не платить НДС определенное время, на определенный промежуток времени, и тем самым высвободить средства для своего инвестиционного развития. Такие налоговые кредиты тоже рассматриваются. Я думаю, что сегодня мы живем в такое беспрецедентное историческое время, и каждый день новые новости, новые санкции, новые контрмеры. И это действительно исторический вызов, экономический вызов для России, для того, чтобы построить сильную экономику, которая будет основана на импортозамещении. Спасибо огромное. Я напомню, что сегодня в гостях был Рустем Макхунов, депутат Государственного собрания Курултая Республики Башкортостан, доктор экономических наук. На этом все. Оставайтесь на БСТ.